Люди приходят в этот бренный мир и также уходят, а память остается. Но лишь о тех, кто жил не столько для себя, сколько для людей. Об учителе по призванию, талантливом организаторе и прекрасном человеке, которого в народе называли не иначе, как Созидателем, и будет наше сегодняшнее повествование. Шахида Калиева, создателя учебно-производственного комбината в селе Бачиюрт Курчулоевского района, сегодня нет с нами. Но дело, которому он посвятил большую часть своей жизни, вкладывая душу и сердце, продолжает жить под чутким руководством его сына Эльбека Калиева. В 2008 году организаторы перевода, что директор назначит, هم دير سويت أخش مكشل لكيت سخيلش خلوا إشتون يريدات بيش هم دير سو شاديك سو إشتفوري مرواتين كولكتيف باندوش ميلش متاحة إشتأثر وعلى يحكم بوش يو توشيدش ديني سان حلقة أتويسون شوستو أتويس هون أرسو سنتي دول ده ديس بعض عبغيتا بيز مسؤا ويقتر ويعيش أس قتر سمويا غيرت ليدر لويال الناقور اشتغتر اشتاع دق وولش اختارا تعدلهم على وولش اشتغصاب شا اشتغانا دعبوش بوه ثلول يرتر وهريح يريح ذيك نهوني تويت سنوات ولا تون ويزنا والشغله شاهد كليو داله جش دويلسون تاعنا ويت وات إذا أما تشنجرة شاولش زامن شح ديلن беркет швейц дехшду. Он наш не только как наставник был, он как отец был для нас. Он у нас учил всему, как жить, как работать, как общаться с людьми. Он очень уважительный человек был. Его все любили, дети любили его. Он так говорил всегда. Дети всегда правы, учителя должны найти к ним путь. Шаид Калиев не был баловнем судьбы, и все, что ему удавалось достичь, это результат упорного труда, мысли и воли. Качества эти, по признанию людей, знавших его с детства, были присущи Шаиду с юных лет. Он был таким уникальным человеком, я бы сказал, вот при Советском Союзе. Помню вот смотр, вот парад в Шалях, вот как он приехал. Тогда вот, я не знаю, каким путем он взял, в то время были не так уж доступны оружие. Вот он вот, полный груженный пирожковозом приехал с настоящими автоматами. И вот это вручил вот ученикам нашей школы. И с этими автоматами они прошли вот смотр конкурса. تعلق تحومه يشتوش اتود يشتوش لعير وشو لنانس لداس اتسل حي الدرش ويقولق نوتش وما ور توربل تق اولي لوز ريحه بير شو شيء بارتيت واخي شيء بريمير يرق اتقعين دوتشو كيرغيزيح دوق ديك واشي قهتور عراب ديك واشي قهتور ديك عراب شو غيلق ويزدي ولش شاليل ودي زي هودوش ورخص سيبري عدو شادي شو درشوري سيجاح إشكوله شقولش خزو خاهوش خيت آخيش قولوا ديك شق ويري سيجاح. Шахид Калиев рано лишился отца. Участник Великой Отечественной войны Тоха Калиев был комиссован с фронта из-за ранений и умер в Киргизии. Рано повзрослевший Шахид удивлял своим упорством и настойчивостью в достижении поставленных целей. После окончания школы, в отличие от многих своих сверстников, он уже знал, куда пойдет учиться. Диплом Пятигорского института иностранных языков, а затем и филолога позволили ему занять свое достойное место среди школьных учителей родного села. В совершенстве владеющий несколькими языками, Шахид в оригинале читал классиков мировой литературы и знакомил своих учеников с историями великих людей.
у нас были самые хорошие, самые знаменитые учителя в то время. И мы им до сих пор гордимся, что такие люди нас учили. Шахид Калиев преподавал нам иностранный язык. Кто не хотел учиться, он того не любил. А кто хотел учиться, он его считал своим сыном или братом, или сестрой. Наш 10 класс, когда выпускали, с нами был наш первый президент Ахмад Хаджи Кадыров. И все ребята учились хорошо. Плохих у нас не было. Однако наступили времена, когда одаренному и целеустремленному Шахиду стало тесно в школе. Сотни выпускников школ, которые, не находя себе применения, слонялись по селу, навели его на мысль создать на базе Бачиюртовской средней школы учебно-производственный комбинат. Это был беспрецедентный случай в системе образования не только нашей республики, но и в целом страны. С 1982 года функционирует Дешью из-за полный район, беш старших охватываешь, и старый вождь альч. Цабеш, вон, долойте, дуйте алхет, вон альча, учебный комбинат, отец сын, Оуштеха, Россия, саниметия, сельского типа. УПК он сделал таким, что сюда приезжали из-за границы, вплоть до Австралии, Германии, Франции, Бельгии. Специально смотрели сюда, приезжали, как мы обходимся и как мы работаем. У нас, например, в районе 117 тысяч человек, из них, считай, половина всех учащихся прошли через УПК. Педагогические коллективы республики поддержали эту идею, и в скором времени учащиеся со всех школ района после основных занятий в школе шли в учебно-производственный комбинат. Вместе с аттестатом зрелости они получали и удостоверение о специальности. Тридцать школ с района 1802 бирду районе Хадоштах. Цели горца, цани родители, цани директори, цани мет аздоч, массар баркал олша. Эц родитель шна ухич, элбер шна ухич, цер долудиш, цан образование, документ хул, цан кормтл хул, хум амугерч, эстях ахюкш. Хадош до дабер шна, игуш до оше дол در ترگویر. Anit خوش برمخشیت و باغیرتر. شاید دانه شالی رو دیزک دیت دیزک خوش از نه اصلا ایرودیروانی وش گرامتنی وش هیت الا وش نعنا اشتخیتان خیش وارست. وين ما ارس اوبكا يوهلي دوينان زسلوجن اوشي ارس فسر ور ميدال شيليتون اوبكا ما سيت يرتر دون ادمنا ببوخ بشو ساعتا بلخش بيش دونا هنتون عريض قاخلش ايش دونا شيغر دون دقا پیدا بالوچ نوار. Будучи руководителем учебно-производственного комбината, Шахид Калиев раскрылся как талантливый организатор. Созданная им система, помимо обучения учащихся новым специальностям, позволяла получать и прибыль, обнаруживая в нем еще и жилку предпринимателя, а его дар убеждения отворял перед ним двери чиновников любого уровня. Благодаря ему вот эти центероевские дома и в Бачиютовские дома сохранились вот в эти военные кампании. Хилат дур шайд. Продукция дасва ищёч. Бачиютри, моютри, курсуалери, нахболчхена. Шем упакаха, рицка кяшдойти. Массери дол дешвар. Шоуз эй бар. Бакина, запнах. Царна хорбатха ахчент продуктиц قد يشورار
Каждому он дал возможность почувствовать, что он очень необходимый, нужный человек в этом обществе. Мы из Тиндероя, из Алероя, из Почиюрта рабочие возили, открыли швейный цех, и там начали работать. Он это делал для нас, для своего коллектива, для села. Шахид Калиев очень гордился тем, что в свое время здесь прошли практику будущие президенты Чеченской Республики Ахмадхаджи и Рамзан Кадыровы. Даже в смутные 90-е не смогли сломить Шахида Калиева. И хотя не было уже учащихся, он продолжал работать и нашел таки способ сохранить учебно-производственный комбинат и возможность дополнительного заработка для своих сотрудников. У него были земли, он аренду их брал. И рабочих нанимал, и нас туда приглашал. Я сейчас задумываюсь над тем, какой он был благородный человек, потому что зарплата маленькая, и он нам так распахивал поле, посадил кукурузу и каждому гектар своему рабочему, бесплатно. И помимо заработной платы мы этот доход получали. Но не всем нравилось то, что не в пример государственным полям, заросшим бурьяном, на арендованной Шахидом Калиевым земле рос богатый урожай кукурузы и золотилась пшеница. Несговорчивого народного учителя, который стремился к миру и призывал к нему и народ, несколько раз пытались даже убить. От взрыва гранаты, которая упала рядом с кроватью Шахида, погибла сестра его снохи. Молодая женщина, многодетная мать, умерла от полученных ран, не приходя в сознание. Эта трагедия была для него сильным ударом, но Шахид продолжал стоять на своем. Был он депутатом, не был он депутатом, был он главой, был он директором, не было разницы. Требователем был к себе, к работе, к семье. На него быть похожим, наверное, хотел бы любой чеченец, потому что он очень любил свой народ, очень любил. Я тем более хотел, но сравниться с ним невозможно было. Он хотел всегда, чтобы наша Чечня процветала. И вся наша семья вот старалась, и его дедушка, и все старались быть полезны людям. На то время учебно-производственный комбинат был единственно действующим производственным предприятием во всем районе. Однако очередное покушение на старшего сына заставило его задуматься. И чтобы более не испытывать судьбу, Шахид покидает республику и уезжает с семьей в Ставропольский край. Он с нами беседу проводил, говорил, если директор, если руководитель, если хозяин работает с рабочим, когда рабочий у него хорошо работает, это уже, говорит, не руководитель. А когда это хозяин куда-то отлучится, и рабочие будут работать, тогда этот хозяин настоящий, и он умеет организовать работу. У нас здесь дома идет очистка, проверка, а мы здесь работали. Вот до того он нас научил любить этот коллектив. Здесь все было в порядке, когда он приехал. Домой Шахид Калиев вернулся, как только узнал, что республику возглавил Ахмадхаджи Кадыров. Односельчане радостно встретили своего земляка. Теперь, когда у него появилась надежная опора в лице Ахмадхаджи Кадырова, Шахид Калиев с еще большим энтузиазмом взялся за восстановление учебно-производственного комбината. В скором времени предприятие возобновило свою работу, коллектив которого уже насчитывал более 200 человек. Так называемая первая кампания, когда мы с ним сидели за одним столом, как он вспомнил и первого президента нашего Ахмадхаджи Кадырова, Газват Обул Дуэльцин, и он сказал, я сегодня сидел с Ахмадхаджи Кадыровым, он мне сказал, что победа, конечно, за нами, это неизбежно, он с такой радостью, я вернулся сегодня домой. Да, им джамаат чухля тендертва, тадеваша صوت هاش بيسن ووش كحه دلردال عن ويكاتح جمعت ماجدك دلرداتي ويشن تغني وترون اشتاء ياسر تغنقوان بولش نيخي ياسر دحر سؤال والش تغين ايش غير سنة ايوهين تغن حيا وشور شاهد وشور سنة اوتسو كمبيناتي تساقوز تشيفر يسون الى السنك
بعشي بريعون إلر يات حمش يلو روشاعون تيل لا وسط روشاعون إيش دحر تنجر سعدول ديلش بيركة تتسا وجد عادوقش أو إدد وليش رمزان عاج سيد تاكيت عدو الماجدك ويباتش عوديت خاهم تخون ديلريز خيل سنة شيخ بابولا متق وتشاهد بيتر تسخل لي حار أقر على إول شاء وهنا يدولين غير داسرس تنجر إبيركة قوشو ديلر سو إبيركة دعدعر إشت أتسنسا أتشع جماعة لاتير أتقيخ شرح. В 2009 году Бачиюртовский учебно-производственный комбинат неожиданно посещает Рамзан Кадыров, чтобы поздравить Шахида Калиева с 70-летним юбилеем. Односельчане до сих пор вспоминают слова главы республики, сказанные в адрес Шахида после небольшой экскурсии по всем участкам комбината. شاهد والجوابي ده تسمعني إذا يرتاح مخكع لير تكبر ليلوش تكبر دائما نادعنا يرتنا مخبش نفيد يخلاه ودعنا حيقل دشبو قيتا بولنا دعنا هو رنجاش حدا يحكش دعنا شلا حيقل دش حقا تغير أنا سامم ديري دعنا حيقل دعنا أبرز زباني دعنا قوم دعنا حالي دوشناك إزي كلمة دعنا أشاهد إذا حيقل دوش قيتا بو لاحظوا ديري إتنشن شيلارم ليرم بيتا خشبو سغل حقيقة تعطيوش خلة على صوت دعنا شاهد صحيح خلة على دعنا حقا خلة على دزل لادو ده عضو هو شاهد ده عضو شلويلة ده اختار صوت وان دعنا حاجة حقا هو يشو حاجة بولس دعنا كانت الوضع بإناه وضي دوشفو حقيقة وشنا وصل دوشفو ده المقع دعنا وإرسي ده خلدو ده زوختيش قدو اشتا مكشل تيلنا اشتا رحيوك شور ويباتش رمزان أخواتيش وابينا اشتا شيقر بيابينا اشت جو تامبول ليشنش اشت صندوق يسلاوانا اشت إذا جو دقدو هي اشت سيدك بركل بوش عشقل ديونا يوجيني تسخيلش اسكي بردشنش ايدوش خاص اشت چولاتن بوش تون اشت صندوق يش دشنش العوانا اشت جو تنخم تام خلا دوت خدويانا سنش تراش دولش بركل ديريز اولش دوت صندوق يتم داخل سؤال اللي تناج او ميخل دره داخل اشت تنش ديريز خل على ارخصون داخل ديكش ارتيش او تسمى ميل ديتشنا. В этот день копилка наград Шахида Калиева пополнилась еще и званием «Почетный гражданин Чеченской Республики», к которому прилагались и ключи от автомобиля. Материальная ценность гушту Самое трудное время для чеченского народа. Он оказывал помощь в селе, строил дороги, он оказывал помощь, которому хотел вот посетить тот хадж паломникам. А так еще самое трудное время, когда снизилась безработица до нуля, у него предприятие, один из предприятий работало, действующее предприятие было у Шахида Тахаевича. Хотя его взяла болезнь, до последнего дня он был на рабочем месте своем. На следующий день по распоряжению главы республики на территории учебно-производственного комбината закипели строительно-восстановительные работы. Сегодняшние условия, в которых занимаются ребята, результат визита Рамзана Кадырова. У нас добавились изучаемые рабочие специальности. Теперь мы представляем на выбор учащимся 10 специальностей. Это во-первых. Во-вторых, кроме этого у нас база улучшилась. كتش بتقدو شوز مكي تشغنايو تقلك بير حستا حسن سين خبر التق اتسون خوش شي بيرش كبايسم ده ديزك ديزك نشاط ربوتي بو учёбе دقوا اشتهمش درختن تاها عايز خوش دلو قشادك سو فرختال مو سعينا سايق دلوك اسدينا اتسدين هارسدين بوخش يحزا يخت عمي لا إشا مو سعينا بعدك عاديز
Шаид Калиев был благодарен главе республики за внимание, которое он оказал учебно-производственному комбинату и ему лично. Ответный жест Шаида, воспитанного в лучших традициях нашего народа, который не забывает добро, не заставил себя ждать. Sen yok ogur twella ho başı yurtah misk eşpojna masana ritz edina istadiyor şukşa iyoko dendir ho yurtna ço paçvat khediyorş mahkana юшерволш уэнахтаг варшайд. Я работал в администрации Курчевольского района, и я курировал соцблок, комплекс, которым руководил Шаид. И я был рад, когда я смог ему оказать вот небольшую помощь. Те, которые рассчитывали, что у него не будет поддержки, они проиграли. Жизненную заповедь, которую знают практически все, Шаид Калиев выполнил сполна. Он построил дом, вырастил 3 сыновей и 2 дочерей. Все они получили высшее образование и теперь трудятся в различных сферах республики. А дерево он успел посадить не одно, а множество. Когда все его семейство, которое пополнилось еще и более 20 внуками, собирается в родительском доме, они вспоминают Шаида, и у каждого есть свое светлое воспоминание, связанное с ним. Слезы сменяются смехом и наоборот. А самые маленькие, которые еще не понимают причину всеобщей грусти, танцуют, показывая тем самым, что жизнь продолжается. Tigi dolsnan dayal troch akhiyatash daiman trogar halde khach khilalq موضو hardo dik ayels ber takhillos ishtkhillos ishtkhillos olsh tun aratorski sposobnost sun khazkhiyata motto duqquhum liyaldo tag marzuvesh tun biezon baqqush mot bu vaskhshat sador qastun liyal жизни он хайн үйшөрдөрш хундуй училищакчы институтчакчы ака хол эти вол виз элдона цурдона штейгер дел вона васо ди шарасек амален соц авена цудяс учитер бобино таде меттен хиллаву итгада лаверч таде волчена дон тадол деш воли лаверч тем более дик девош вол اشتشيتس بيركت دولش ناهن بايدي ولا ناهن بوخلات توش اوت ناهن ده شيغر نا استلا دولش كيغن كوميرشي ولش متن كيدي ولش ادمش صغيل قيم ولش قيون حور اشاهد دال شيقي هي تمسا يلس من داول سنخ Учебно-производственный комбинат – детище Шаида Калиева, который был и остается по сей день настоящей школой жизни для учащейся молодежи района. В школе поистине народный учитель приобщал ребят к неприходящим ценностям, а здесь он помогал им овладевать профессиональными навыками. И если поэты и писатели, о которых он рассказывал своим ученикам, воздвигли себе нерукотворный памятник в виде бессмертных произведений, то Шаид Калиев бесспорно создал себе рукотворный монумент в виде учебно-производственного комбината, благодаря которому его имя по праву останется в памяти людей и в истории чеченского народа.